Клоками и от мертвого барана уши. На этой неделе в Киргизии подписан указ 24 марта объявить Днем народной революции, праздновать с размахом. Оппозиция в республике уже год как у власти. И что же в итоге? Критики в адрес вчерашних тюльпановых революционеров хватает. В царские палаты въехали, а о простых людях забыли. Каждый седьмой киргиз до сих пор без нового паспорта. А куда ж без него? Да и в оценке самого статуса прошлогодних событий нет единства. Что же все-таки произошло? Демократический прорыв или банальная смена элит? Вадим Фифилов отправился за информацией из первых рук и получил серию ударов по корпусу. Отсюда бывший президент Аскар Акаев смотрел на мир 14 лет подряд, до тех пор, пока ему на смену не пришел Бакиев и его друзья. Мы отсюда шли. Тут, в общем-то, к центру шли и сверху, с микрорайонов, шли с восточной стороны. Отовсюду шли. Еще год назад новый хозяин Киргизии ходил пешком и был демонстрантом и лидером оппозиции. О том, чтобы въехать в президентский дворец на белом коне, даже не мечтал. Ни у кого не было мыслях даже захватывать Белый дом. Когда мне позвонили, говорят, драка. А потом, думаю, драка, говорю, что ж теперь. Там, говорю, милиция есть, наверное, двоих-троих заберут, на этом успокоиться. Через 15 минут снова звонок. Уже, говорит, в Белом доме. Как, говорю, в Белом? Да вы что? Да. Мы только отъехали, обедать собрались. Увидев, как бьют его охрану, прежний президент не стал дожидаться своей очереди. Вот уже год, как он в бегах. Он тоже бежит каждое утро с 6 до 7. Сегодня бег на месте под защитой каменной крыши. Главная цель в боксе – это голова. Президент научился работать ей в России, куда уехал в молодости. В Самаре он жил 15 лет. Там впервые сам поднялся на ринг и на него же уложил своих первых партнеров. Идет на тебя прямой левый. В сторону и навстречу, через руку. Очень хороший был такой. Хорошо получалось, я помню. Бах! И силы большой-то не надо, но это встречный через руку. Как правило, в челюсть. Главное, чисто попасть. Жена президента первое время тоже думала, что попала. В резиденцию бывшего президента въезжать отказывалась наотрез. До инаугурации я даже не подходила к этому дому. После инаугурации я пришла, посмотрела. Меня здесь не устраивало ничего. Ни эта вода под домом, ни сгнившие стены, ни проплесневевшая мебель. Вот. Ни, например, цвет стен ядовито-розовый. Зато здесь чудесно пахнет, говорил Бакиев. Среди яблоневого сада и зарослей туи дышится легче. В остальном все лучшее президент готов отдать детям. С 20 марта у нас в школах полдник вводится бесплатный. Это стакан молока и пирожок. Свои помидоры, парниковые огурцы, тепличными условиями супруга президента Киргизии похвастаться не может. Вареная голова барана на столе только для гостей. Берется ухо, так вот отрезаете. Вот он берет один кусочек, сам съедает. Он дает. Попробуй. Смысл какой? Вот ухо отрезал, говорит, и чтобы мы не теряли общение. И есть еще вот такой у него орган, как глаз. Вот мы его достали, зрачок убрали, вот, и вот так вот разрезает и говорит, вот тебе. Сначала себе. Да, сначала себя, потом тебе. Чтобы лучше видеть друг друга. Это, говорит, для того, чтобы мы виделись почаще. Увидеть портрет президента в Киргизии сложно даже в кабинете чиновников. Не потому, что Бакиев считает себя некрасивым, а потому, что некрасиво повели себя торговцы прекрасным. Какая-то частная фирма сама начала сделать мои портреты и продавать по довольно высоким ценам. Школам, детским садам, некоторым даже навязывать начали. А я узнал, говорю, ну-ка проверьте, точно.
А что, говорю? Ну, бизнес, говорю, делать. Я говорю, прекратить такой бизнес, говорю, с портрета президента Вы делать. похожи были там? Я похож был, но я все-таки запретил. Я говорю, не надо. А если бы не запретил, так и до золотых статуй могло дойти Азия. Но президент Бакиев решил пойти иным путем. Известно, что у киргизских властей была идея отметить годовщину революции на широкую ногу и пригласить коллег президентов из соседних азиатских республик. Но потом вспомнили, что у них-то там революции не состоялись, и поэтому приглашенные явно будут чувствовать себя здесь не в своей тарелке. Поэтому решили ограничиться курултаем всех киргизов и приветственным обращением президента к нации. Вадим Фифилов, Сергей Ратников, Константин Арцулов, Александр Белозеров и Владимир Плахов. Телекомпания НТВ, Киргизия.